Размышлизмы, 21 марта 2021 года. И сегодня я поразмышляю на тему башкирского либерального национализма и башкирской нации. Башкирской либеральной нации, как я ее понимаю. И про три шага, три таких главных пункта, которые необходимо пройти для того, чтобы эта нация состоялась и в будущем данная башкирская нация появилась. Но она может, в принципе, появиться и без этих шагов, но эти шаги были бы очень кстати. Эти шаги, эти явления и так далее, они были бы очень кстати. Это такой длительный процесс, и я вам, в принципе, сейчас вкратце вначале назову три этих шага, а затем более подробно про них поговорю и опишу, что такое башкирская либеральная нация с моей точки зрения. Итак, первый шаг – это детатаризация западных башкир. Detatarization of Western Bashkirts. Второй шаг – это создание русских республик на базе областей в Российской Федерации. Соответственно, со всеми атрибутами и статусом русского народа, русской нации и прочее, федерализмом и так далее. И третий шаг – это изменение менталитета у башкирского этноса, у представителей башкирского этноса, чтобы они стали из представителей башкирского этноса потенциальными членами башкирской нации, а потом членами башкирской нации. И я сразу хочу сказать, что в моем понимании башкирская нация – это немножко не то, что в понимании Айрата Дильмухаметова. В понимании Айрата Дильмухаметова есть понятие башкирская политическая нация. В моем понимании, соответственно, я не говорю про башкирскую политическую нацию. Я говорю про башкирскую нацию в этническом плане. И вот после того, как башкирская нация состоится, после вот трех шагов, которые я обозначил, возможно, какой-то из этих шагов можно будет опустить, и это от меня не зависит. Да? Это зависит в том числе, например, от того, создадут ли русские республики на базе областей, либо просто федерализация произойдет без переименования областей в русские республики, либо в просто республики, и так далее. То есть там разные варианты возможны. Да? Вот, суть такая, что когда возникнет башкирская нация, она уже потом сможет, в том числе, может быть создана башкирская политическая нация. Да, вот я считаю, что на текущий момент никакой башкирской нации нет, есть башкирский этнос. И я уже много раз говорил, что разница между этносом и нацией – это менталитет людей, которые составляют соответствующий этнос и соответствующую нацию. Но вот с моей точки зрения сейчас нету никакой башкирской нации, есть башкирский этнос. И вот только после того, как будет башкирская нация, можно будет уже говорить про башкирскую политическую нацию, с моей точки зрения. Кому-то может то, что я говорю, не понравится, но вот я говорю то, что я думаю. Это моя точка зрения, я никому ее не навязываю, хотите слушайте, хотите нет. Итак, давайте теперь поговорим про эти три шага. И самое смешное, вот эти три шага, которые я назвал: детатаризация башкир западных, второе – создание русских республик на базе областей, и третье, соответственно, внутри России, да? И третье – это изменение менталитета. Вот эти три шага, они по уровню сложности тоже идут по восходящей. То есть, с моей точки зрения, самое легкое и простое – это детатаризация западных башкир. Это самое легкое и простое. Это на самом деле сложный процесс, который состоит из большого количества этапов тоже. И на лет на 10, я думаю, детатаризация западных башкир. Примерно лет на 10 там. Да, но, тем не менее, даже вот этот шаг, он, с моей точки зрения, он самый простой из этих трех шагов, которые я обозначил. Второй шаг – это создание русских республик на базе областей внутри Российской Федерации. Там Русская Дальневосточная Республика, Русская Сибирская Республика, Русская Нижегородская Республика и прочее. Там несколько областей, если они достаточно мелкие, могут объединиться в одну более крупную какое-то образование, назвать ее Русской Республикой там какой-то и так далее. Да?
с большим количеством прав, чтобы это был реальный федерализм и прочее, прочее. При желании они не могут слово «русский» не включать в название, при желании могут включать в название. В общем, там вариантов много. Да? Могут продолжить называться областями и так далее. Но в любом случае речь идет про субъектность. Про субъектность русских, как бы про повышение статуса и роли русских как нации. Да? То есть не людей, как бы вот именно как нации, чтобы они себя воспринимали как русская нация. Следующий момент, ну и про федерализм, да, то есть как бы повышение, как бы, как это сказать-то, уровня власти на местах, да, то есть в соответствующих областях, республиках и так далее. То есть меньше власти центру, больше власти регионам. Да, как бы вот такой момент. Это вот второй пункт. И с моей точки зрения это более сложный пункт, чем детатаризация башкир, западных башкир. И третий пункт – это изменение менталитета. Да, вот изменение менталитета у башкирского этноса, у представителей башкирского этноса. С моей точки зрения это самое сложное. Это даже сложнее, чем с русскими республиками. Потому что ну, русские сейчас, вот, давайте честно скажем, они себя чувствуют как, что их родина – это Россия. Они себя не видят, что вот конкретно какая-то область является их родиной, да, и они себя не ассоциируют с конкретной областью. Там, вот, хотя вот был референдум в Уральской республике, в Свердловской области, они проголосовали за Уральскую республику, большинство из них проголосовало, но таких случаев не очень много по всей России, если посмотреть. Да, и как бы вот и одно дело, что у кого-то может быть такое желание есть, но другое дело реализованное желание, да, потому что никто не даст провести референдум и прочие разные моменты, и конфликтные связанные, в том числе с политическим режимом и так далее. Да, то есть мы что-то понимаем. И вот это очень сложная штука создания русских республик, очень сложная штука. Она сложнее, чем детатаризация западных башкир. Но нужно понимать следующее, что даже создание русских республик, с моей точки зрения, это более легкая штука, чем изменение менталитета у представителей башкирского этноса. К сожалению, это так. К сожалению, мои наблюдения за представителями башкирского этноса, которые друг друга терпеть не могут, завидуют, делают друг другу очень плохо, ведут себя не как члены нации, да, там, как представители этноса, в значительной части алкоголизированы, в значительной части имеют рабский менталитет. Вместо взаимоподдержки, как происходит у нормальных членов нации, у членов армянской нации происходит взаимоподдержка, у членов чеченской нации происходит взаимоподдержка и помощь. Когда один человек куда-то выходит, он подтягивает своих сородичей, и так развивается нация. Да? У членов еврейской нации так происходит. У представителей башкирского этноса так не происходит, потому что они друг друга ненавидят, завидуют, имеют соответствующий рабский менталитет, имеют прочие моменты, связанные с приятием других людей, которые говорят на каком-то другом диалекте какого-то языка, там, и каких-то прочих моментах. Да? То есть это вопрос менталитета. И вот этот вопрос менталитета, башкирского менталитета, у некоторых представителей башкирского этноса, я не говорю у всех, это, с моей точки зрения, более сложный вопрос, чем даже создание русских республик. Вот моя точка зрения. Но я думаю, что даже этот вопрос разрешим, тем более, что этот вопрос должен быть разрешен в более отдаленном будущем, с течением времени, когда будут уходить предыдущие поколения и приходить новые и прочие моменты. И мы знаем историю с Моисеем, который водил людей 40 лет по пустыне. Они искали землю обетованную, и это были рабы, которые вышли из Египта. И у них был менталитет рабский. Да? То есть это были разноплеменные люди, которых Моисей вытащил с египетского рабства и повел за собой. И из них нужно было сделать нацию. Вот как из рабов, которые друг друга терпеть не могут, которые имеют рабский менталитет, да, которые при удобном случае друг другу предадут, у которых нет взаимоподдержки, которые, вот как в анекдоте, значит, когда один из них высовывается и что-то пытается сделать, другой его тянет вниз.
чтобы всем было плохо. Да, вот как из них сделать нацию? Людей, которые друг друга поддерживают, которые друг друга уважают, которым безразлично, кто на каком диалекте говорит, и прочие моменты. Да? Как это сделать? Моисей не нашел другого способа, кроме как, извиняюсь, геронтоцида, да? Уничтожения людей более старого возраста, чтобы новое поколение пришло уже с новым менталитетом. То есть 40 лет, вот эту фразу я как-то по-другому однажды сформулировал, Моисей не нашел механизма уничтожения рабского менталитета, кроме уничтожения его вместе с его носителями. Вот эту фразу я придумал. Я нигде ее не слышал до того, как я ее произнес. Моисей не нашел другого способа уничтожения рабского менталитета, кроме уничтожения этого менталитета вместе с его носителями. То есть история была такой, что он 40 лет ходил по пустыне, так долго он ходил для того, чтобы вот эти рабы, люди с рабским менталитетом, чтобы они умерли, чтобы поколение этих людей умерло, а их дети, которые в пустыне родились, вот уже как бы, да, они уже, соответственно, вошли вот в землю обетованную, да. То есть они ходили, там, в принципе, территория была не такая уж большая, где надо было ходить, можно было за более короткий срок пройти, не надо было 40 лет ходить. Вот он ходил, рождались дети, у них там внуки, возможно, даже у кого-то за 40 лет. И вот предыдущее поколение, которые были рабами, они умерли. Остались вот эти поколения, которые более поздние. И вот он с ними вошел он и на землю обетованную, и, соответственно, государство Израиль определенным образом связано с этой землей. И так далее, насколько я понимаю. Я могу в каких-то деталях ошибиться, но история примерно такая. Вот как я вижу, я свою интерпретацию даю. И сам, по-моему, он тоже не вошел. Вот эти вот люди, новое поколение, да, которые родились от рабов и которые еще не имели рабского менталитета. Вот они вошли, и они уже были нацией. Они уже были смешаны в этническом плане, то есть вот эти люди перемешались, мужчины и женщины родили детей. Плюс у них не было рабского менталитета. Они, соответственно, не как рабы зашли. Они зашли как свободные люди. И что я хочу сказать? Это самая сложная штука. То есть вот представитель башкирского этноса — это, во-первых, человек, который во многом homo советикусы, то есть это советские люди, это люди, которые боятся системы, политического режима, это люди, которые около 100 лет назад пережили голодомор, да, вот в результате того, что большевики сделали этот голодомор. Это люди, которые, значит, пережили расстрел башкирского правительства, геноцид во время гражданской войны и голодомора, у которых, по словам Солженицына, погибло 58% населения. Часть из этих людей была татаризирована, которых просто в Республике Татарстан они оказались, и их записали татарами. Если бы они были членами нации, а не представителями этноса башкирского, а членами нации, они бы помнили бы свою башкирскую идентичность, то, что они члены башкирской нации, и сразу бы ее восстановили бы, передавали бы и так далее. Да? Они, видимо, передавали родовую идентичность, потому что, насколько я понимаю, вот в Восточном Татарстане вот эти западные башкиры, они помнят свои рода, а эти рода — это чисто башкирские рода. И в переписях записано, что вот такие-то у них рода, там башкиры из такого-то рода, там из такого-то рода и так далее. Вот рода свои они помнят. Да? И от родов уже идет как бы ниточка к тому, что это башкиры. Понимаете, как тут работает система? Потому что когда у тебя погибли те люди, которые до революции жили и которые были башкирами, а всех твои дедушки и родители, они имели татарскую идентичность, и их везде в переписях записывали во время Советского Союза татарами, то ты себя считаешь татарином. И тебе книжки давали, там написано татарский язык, и сказания там, и говорили, что твой язык татарский и так далее. Да? То есть вот тут такая штука происходит. Да? Вот такая штука происходит.
очень сложная. Но я сейчас перешел на детатаризацию, это немножко другая тема. Так вот, про арабский менталитет. Это самое сложное. Это изменение менталитета у этноса, у представителей этноса, чтобы люди вели себя как члены нации, чтобы они ощущали себя как единая нация и вели себя соответствующим образом, да, и менталитет, чтобы у них был такой. Вот это даже сложнее, чем первые два пункта. Давайте теперь я немножко скажу, возможно, немножко сумбурно все будет, то, что я говорю, и это видео не обязательно смотреть, вы можете его слушать. Сейчас я скажу, как я вижу эту нацию, башкирскую либеральную нацию, да, что это такое. А далее прокомментирую вот эти 3 шага, которые, с моей точки зрения, необходимо сделать. Итак, я как башкирский либеральный националист хочу, чтобы появилась в будущем башкирская нация. И эта башкирская нация, она будет состоять примерно из 40-45 родов, башкирских родов. В будущем я надеюсь сделать видео более подробное со списком этих родов, с прочими моментами и так далее. Эти башкирские рода, соответственно, имеют свою территорию, как это было в Российской империи. То есть вотчинные земли свои, соответствующая территория. Эти вотчинные земли принадлежат не на частной собственности этим родам, а на, как это слово называется, родовая собственность. То есть они принадлежат всему роду, не какому-то отдельному частному лицу, а всему роду. Да, вот соответствующие земли вотчинные принадлежат. Соответственно, примерно их 40-45 родов. Я сторонник либерального подхода, поэтому вот эта вот башкирская нация, все эти рода, они будут иметь право и возможность говорить на любом диалекте башкирского языка. Часть из них предпочтет литературный башкирский язык, часть из них предпочтет северо-западный диалект башкирского языка, либо старый башкирский, как они его называют. У всех башкир друг друга будет уважительное отношение, вне зависимости от диалектов. Все они друг друга будут считать башкирами, потому что исторически они будут понимать, что вот это их предки здесь жили, что это их вотчинные земли, что мы вместе являемся все башкирами, и мы должны друг друга уважать, мы должны друг друга ценить, в разнообразии сила, да? И мы уникальная нация. Мы нация, в которой сплетаются и европеоиды, и монголоиды, азиаты, и смешанные и так далее. У нас очень большое разнообразие по ДНК. Ладно, я сейчас не буду про ДНК, а то я сейчас начну на одну тему про ДНК говорить, и это будет очень долго. Поэтому я на эту тему не буду. То есть мы уникальная нация. Наша история начинается, как бы сказать, 7 век и даже ранее. То есть первое упоминание о башкирах – это 7 век нашей эры в китайских источниках. Далее Ибн Фадлан, это 900 какие-то года. Далее 1100 каких-то годах это хан Башкорт, кыпчакский хан Башкорт, который с 20 тысячами войск прискакал в город Полоцк. И там какая-то княгиня и соответствующих людей, я их не могу их назвать русскими, потому что не факт, что русские тогда существовали вообще, да, потому что там, в соответствии с нормандской теорией, в каком году вот из викинги пришли и свой этноним русы передали тому населению, которое там было, я не знаю, то есть это в каких годах это было. В общем, то население, которое было, но, по-моему, в тот момент, когда хан Башкорт прискакал в Полоцк, там не было города Москвы, не существовало города Москвы, по-моему, так. Потому что было 850-летие Москвы относительно недавно. Ну, могу ошибаться, но если Москва и существовала, то совсем чуть-чуть. Вот, да? И там какая-то княгиня вышла замуж за этого хана Башкорта, там, в общем, все это есть в ипатьевской летописи, и там очень такая интересная история. То есть у нас древнейшая башкирская история, мы древнейший народ, мы должны это ценить, знать эту историю. У нас 40-45 родов, мы все должны друг друга уважать, вне зависимости от того диалекта языка, на котором мы говорим.
и так далее, и так далее. Мы говорим, башкирский язык это язык кыпчакской группы, так называемый татарский язык это тоже язык кыпчакской группы. И среди ученых вообще вот, мы прекрасно знаем, что татары это этноним, который часть людей, тюркских людей, да, как бы казанлы, мишари, и туда еще потом были включены искусственно большевиками часть западных башкир и типтярий. Вот этот этноним татар, это была придумка начала 20 века. Да, потому что в газетах, я все время напоминаю, в газетах была переписка среди интеллигенции, да, соответствующей тюркской, какой этноним выбрать. И они выбрали этноним татары. Это было в начале 20 века, чтобы было понимание. В принципе, если казанлы, предки которых являются значительной части казанлы, чуваши и сашные, если либо сувары, их еще так называют, да, если они хотят выбрать этноним татары, в принципе, я, наверное, не имею права возражать, да, то есть я башкирский либеральный националист, каждый имеет право выбирать любой этноним, хоть можно назваться, не знаю, нибелунгами с планеты Сириус, да, то есть, пожалуйста, какие-то, значит, люди писали в газетах, давайте мы будем называться нибелунгами, давайте, с планеты Сириус. То есть можно называться хоть так. То есть вот они выбрали этноним татары. Единственная проблемка, то что западные башкиры туда были включены, и с этой точки зрения мне интересна детатаризация. Как бы, да, вот именно с точки зрения вычленения западных башкир для того, чтобы они имели возможность войти в состав будущей башкирской нации. И в том числе и вотчинные земли там будет, как бы, да, привязка к соответствующим вотчинным землям, чтобы было понимание. Вот. И давайте я продолжу описание. То есть, если казанлы хотят называться себя татарами, я как бы не возражаю. Если мишари какие-то, ну, западные хотят называться татарами, ну, тоже это право мишари, да, то есть, как бы, те мишари, которые были в башкиро-мишарякских войсках, тут как бы немножко по-другому там, наверное, ситуация, потому что я знаю мишари с башкирской идентичностью, в общем-то, поэтому, как бы, с мишарями однозначно не скажешь, но вот казанлы, если хотите себя считать татарами, ну, пожалуйста, просто нужно понимать, что численность будет не такой уж большой у так называемых татар. Вот, что я хотел бы сказать. В продолжение, да, я отвлекаюсь немножко от темы. Соответственно, башкирская либеральная нация – это 40-45 племен с вотчинными землями, с уважением друг к другу, с уважением к соответствующим башкирским разным диалектам. Их как минимум два: литературный башкирский, да, и северо-западный диалект башкирского. Плюс свобода вероисповедания, любого вероисповедания. То есть, если вы хотите верить в ислам, верьте в ислам. Хотите в разные течения ислама, пожалуйста, верьте. Нужно уважительно друг к другу относиться, верить во что угодно. Если среди них будут атеисты, это их право быть атеистами. Если они хотят верить в какие-то другие религии, это их право верить в какие-то другие религии. То есть это у меня абсолютно либеральный подход к этому. Если они агностики, это их право быть агностиками. И так далее. Да? То есть полный либерализм в плане вероисповедания. Соответственно, право на любой диалект, право на то, чтобы уважали все члены башкирской нации, уважали других членов башкирской нации, да, вне зависимости от диалекта, от каких-то расовых признаков и так далее, и так далее. Я еще раз повторяю, что мы уникальная нация, мы лица уральской национальности, можно так сказать, да? Мы, башкиры, сочетаем в себе и европеоидов, и азиатов. У нас есть и чистые европеоиды, и чистые азиаты, и смешанные. Большинство, наверное, смешанные все-таки. Вот. Поэтому мы реально уникальная нация. Да? Мы соединяем и Европу, и Азию, и мы древнейшая нация. Мы должны это понимать, ценить и осознать. И уважительное отношение к разным родам, уважительное отношение к соответствующим вотчинам, уважительное отношение к религиозным вопросам, уважительное отношение к
соответствующим диалектом и так далее. И вот тогда мы будем нормальной нацией в либеральном понимании, в моем понимании. Да? И после того, как мы станем нормальной нацией, можно будет говорить о неком интернационализме. Потому что такое интернационализм? Интернационализм – это когда есть нации, они как-то взаимодействуют друг с другом. Да? И вот когда они дружно взаимодействуют, это и есть интернационализм. При взаимодействии этносов с нацией происходит исчезновение этноса. Потому что этнос, с моей точки зрения, это навоз, на котором произрастают другие нации. Вот как Столыпин сказал, по-моему, Столыпин, что народ, лишенный национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Точно так же, с моей точки зрения, этнос – это некий навоз, на котором произрастают другие нации. То есть, если мы будем иметь дело с представителями башкирского этноса, то есть те, которые друг друга подставляют, друг друга гнобят, делают друг другу дерьмо, не поддерживают друг друга и так далее, то вот эти люди, они будут просто не конкурентоспособны, и они как этнос будут ассимилированы более реальными, конкурентоспособными, поддерживающими друг друга членами наций соответствующих. Да? И соответствующий этнос исчезнет, чтобы вы были понимали. То есть, когда я вам говорю про этнос башкирский и про нацию, я имею в виду в том числе и вот эти моменты, очень важные, которые, к сожалению, не все понимают. И вот когда у нас будет нормальная нация и башкирская нация, да, у нас будет интернационализм. То есть интернационализм – это когда мы, как башкирская нация, будем взаимодействовать на равных с другими нациями. Это будет интернационализм. В противном случае у нас при взаимодействии какого-либо этноса с какой-либо нацией, будет просто уничтожение этноса, да, чтобы было понимание. Вот. Потому что я еще раз хочу повторить. Я много-много раз это повторяю, возможно, но чтобы было понимание. Есть эволюция. Да? Эволюция от обезьяны к человеку. Это эволюция. Есть деградация от человека к обезьяне. Это деградация. Движение от этноса к нации – это эволюция. Да? И вот любой представитель вида Homo sapiens, он может влиться в нацию, если он хочет, да? Он влиться в этнос – это деградация. Никто не захочет вливаться в этнос. И в том числе вопрос с северо-западными башкирами, да, почему они в значительной части утратили башкирскую идентичность, я думаю, связан с тем, что отсутствует нормальная башкирская нация, в которую можно влиться. Существует башкирский этнос, а нации башкирской нет. Вот этнос не может никого ассимилировать. Да? Вот поймите меня правильно. Вот если вы видите каких-то индейцев, которые, вам помягче это выразиться, которые не поддерживают друг друга, да, которые ведут какой-то образ жизни не совсем прогрессивный, да, которые завидуют друг другу, которые делают плохие вещи друг другу, у которых нет пророка в своем отечестве, да, и так далее, то вот соответствующие представители этноса, они просто в результате эволюции они должны просто исчезнуть. То есть они должны раствориться в других нациях. Другие нации должны их поглотить по отдельности, вот этих вот представителей этноса. Понимаете? Это эволюционный процесс. Эволюционный процесс. Вот если вы видите, допустим, представителя армянской нации, да, что вы видите? Вы видите представитель армянской нации, член армянской нации, например. Он стал где-то начальником. Что он делает? Он помогает другим членам армянской нации получать большие доходы, занять более высокооплачиваемые места, их подтягивают и так далее. То есть взаимоподдержка, взаимопомощь, перенос не только генома в следующее поколение, перенос, соответственно, диаспорного менталитета, взаимоподдержки, языка, религии и прочее. Да? Вот это называется нация. Когда мы видим членов чеченской нации, что мы видим? Опять же, взаимоподдержка. Если где-то
какая-то драка, против одного чеченца сразу много чеченцев приезжает, и мы видим взаимоподдержку. Мы видим, опять же, то, что люди друг другу помогают, то, что люди говорят на одном языке, то, что у них нет вопросов, а стоит ли им говорить на родном языке, либо не стоит. Да, у них нет таких вопросов. У членов нации не стоит вопрос, говорить им на родном языке или нет. У представителей этноса такой вопрос стоит. Они начинают думать, а зачем мне нужен башкирский язык? Это же представители этноса, им не нужен язык. Да? Они как индейцы, они хотят исчезнуть. Понимаете? Они себя не ценят, у них рабский менталитет. Вот это не только у башкир, это у представителей этносов так происходит. У членов нации так не происходит. Если мы говорим о членах еврейской нации, то мы видим, что у членов еврейской нации то же самое. Есть религия иудаизм, есть раввины, есть определенные тысячелетние законы, в соответствии с которым все это развивается, есть раввинатские суды, да? Есть идея богоизбранности, есть язык. И, как я уже говорил, евреи были нацией еще до того, как создали Израиль. Когда они вот во время Холокоста были там, да, под пулями фашистских солдат, прятались и так далее. Они уже тогда были нацией. У них был менталитет нации. Для того, чтобы потом нация, соответственно, взяла и воссоздала свое государство. И поэтому, с точки зрения башкирского либерального национализма, да, вот я еще раз хочу сказать, нация превыше государственности. Башкирская нация выше Республики Башкортостан. Если не будет башкирской нации, не будет и Башкортостана. Понимаете, если есть башкирская нация, то Башкортостан может быть как бы в будущем, да, при каких-то других условиях. И не обязательно на этой территории даже, я такое вам могу сказать. Чтобы вы понимали. Да? То есть нация – это не привязка к территории с моей точки зрения. С моей точки зрения. Я ее не навязываю. Конечно, мы помним про вотчинные башкирские земли, про 40-45 башкирских родов и про их вотчины на картах там, во время Российской империи и так далее. Да? Я не говорю, что это не важно. Это важно. Но вот то, что я произнес, обозначил, да, и как бы вот и такая трактовка тоже может иметь место, и я вот ее вам обозначил и показал. То есть нация – это организованная группа людей, которые друг другу помогают, которые переносят в следующее поколение не только геном, то есть рождают детей, но обеспечивают у детей соответствующий башкирский национализм, башкирскую идентичность, башкирский язык, башкирскую идеологию и прочие моменты. Если соответствующая группа людей не способна это обеспечить в следующих поколениях, не способна друг другу помогать, а не гнобить, не способна убрать зависть из своего мозга, да? Потому что вот обезьяна от человека отличается тем, что человек, Homo sapiens, его мозг, да, вот мозг, там есть рептилоидная часть мозга, есть неокортекс. Так вот, неокортекс у Homo sapiens способен контролировать рептилоидную часть мозга. А рептилоидная часть мозга отвечает за зависть, за злость, там, за прочие эмоции и так далее. И вот если у соответствующих, как бы сказать, индивидов неокортекс не способен контролировать рептилоидную часть мозгов, то у них происходят вспышки зависти, они друг друга гнобят, они не понимают, что такое национальные интересы, они не помогают представителям своего этноса, членам своей нации и так далее. Да? То есть вот происходят вот те очень плохие отношения между людьми, которые вот я, к сожалению, наблюдаю внутри башкирского этноса. Да, вот эти уровни отношений, то, что есть, когда все друг друга гнобят, ненавидят, завидуют, не помогают и так далее, это поведение этноса. Да? И этнос, он заранее обречен на поражение. Вот вы поймите. Представитель этноса, он получается один. Он может быть у себя на родине, но он один, его никто не поддержит. Вот если сюда приедет член нации, да, с несколькими членами нации, то вот эти нации, которые сюда приедут, диаспорные, они будут сильнее, чем представители этноса. Даже если представители этноса будут коренными людьми, коренными жителями соответствующей территории. Это не только башкир касается, это и у представителей русского этноса
в тех случаях, когда они себя ведут как этнос. Потому что русские, некоторые группы русских, они ведут себя как представители русского этноса, но есть группы русских, которые ведут себя как члены русской нации. Там у русских сложно все, как бы, да, то есть там по-разному бывает. Это очень такая неоднородная группа. Вот. А основная часть башкир, как бы, это представители башкирского этноса. Понятно, что у нас большое количество сельских жителей. Понятное дело, что уровень образования там не очень высокий, дискриминация по этническому признаку и прочие моменты. Это все понятно. И также геноцид, голодоморы и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот нужно понимать. Вот я опять вам говорю, что самое сложное – это менталитет. Самый сложный менталитет. Это вот про третий, я про менталитет много поговорил. Вот теперь давайте про шаг номер 1. Я уже 35 минут говорю. Шаг номер 1 – это детатаризация западных башкир. То есть для чего, почему и как? Ну, детатаризация западных башкир – это возврат башкирской идентичности через родословные, шажаре, значит, переписи, метрики, то, что было до революции, кем были записаны предки соответствующих людей, да? Напоминание им о том, что их предки до революции были башкирами. Да? И плюс еще узаконивание западного диалекта башкирского языка. Ну, то есть, грубо говоря, тот язык, на котором они говорят, как бы осознание ими и признание, как бы, обществом и, ну, не знаю, государством, можно говорить словом государством или нет, признание обществом, что тот язык, на котором они говорят, это и есть западный диалект башкирского языка, северо-западный диалект башкирского языка. Ну, там вариации есть, это мензелинский говор среднего диалекта татарского языка, это и бирский говор, по-моему, тоже. Они якобы являются западным диалектом башкирского языка. Либо, ну, там, либо как-то вот примерно так, в общем, примерно так. То есть, грубо говоря, татарский язык, тот язык, на котором они говорят, примерно татарский язык, там, один из говоров, или там пару из этих говоров татарского языка, признаются западным диалектом башкирского языка. Да? И плюс к этому утверждение о том, что их предки были до революции башкирами. И это имеется, под это имеется в виду соответствующие метрические данные, переписи, ревизские сказки и прочее. И история их история, их родов и так далее. Как бы все. Вот решение вопроса с детатаризацией. Да? То есть это сложный вопрос, психологическая надломка у людей. Люди себя считали очень долго татарами, причем не одно поколение. Потом вдруг выясняется, что они на самом деле башкиры. Это такой долгий, непростой вопрос. Да, как бы. И самое главное здесь признание их башкирами со стороны южных и восточных башкир. И одновременно вот западные башкиры должны понимать, что вот южные и восточные башкиры, да, как бы это объяснить-то? Вы не обязаны, вот как бы это объяснить-то по-другому? Южные и восточные башкиры не являются для вас эталоном, к которому вы должны стремиться. Давайте скажем так. Да? То есть вы башкиры, западные башкиры, именно по историческим причинам. Вы реально башкиры, у вас вотчинные права на землю, ваши предки принимали участие в башкирских восстаниях, у вас язык башкирский на самом деле, да, вот, на котором вы сейчас говорите. То есть он не сильно там отличается. Как бы, вот есть просто тот язык, на котором Бабич там писал, пел, прочие там вот деятели, Акмула там, по-моему, там еще как бы вот там очень много разных деятелей, которые на этом языке писали, которые якобы татарские его потом начали называть, на самом деле это башкирский язык. Да, то есть вот как бы такой момент. То есть вы тупо реально башкиры. Ну, чтобы вы понимали. Просто как бы вам не надо привязываться к южным, восточным башкирам, к литературному языку, башкирскому и так далее. Да, то есть это абсолютно
как я уже говорил, литературный башкирский язык придумали после революции, начиная с 1920 года, его там какое-то время придумывали, и потом придумали и, в общем, поделили башкирский народ с помощью языка литературного, внедрения литературного башкирского языка, да. А вот ваш язык — это тот язык, на котором язык тюрки, он более близок к языку тюрки, на котором, собственно, тогда и писали до революции и так далее, и так далее. Это старый башкирский язык, да, это тюрки, вот это и есть ваш родной язык, это и есть башкирский язык. Сейчас его называют северо-западным диалектом башкирского языка. И привязка этничности к языку, это тоже оно как бы отсутствует. И плюс к этому еще мы говорили о том, что сам литературный башкирский и литературный татарский, они сами близки друг от друга на 95%. Это практически один язык. По крайней мере, все понимают и литературный, и татарский, и литературный башкирский, там, и западный диалект башкирского, на котором вы говорите, и так далее. Да, то есть как бы вы осознаете, что ваш язык — это один из диалектов башкирского, и вы видите в переписях, кто ваши предки до революции. Вы видите, что они башкиры из таких-то родов, собственно, все. Вот, да. У вас не должна быть привязка к восточным и южным башкирам. Вы не должны думать, что вот восточные и южные башкиры, они выглядят немножко по-другому. Они, значит, какой-то образ жизни у них другой. Там, да. Они, значит, там в лисьих шапках бегают, в юртах живут. Но никто сейчас в юртах, конечно, не живет, я так утрирую. Да. То есть нету привязки. Вам не надо сравниваться с южными и восточными башкирами и говорить, сравнивать себя с ними и говорить, что вот мы же чем-то отличаемся от них, и поэтому мы не они. Нет. Вы башкиры, потому что вы реально башкиры по тем причинам, которые я обозначил. Да? Те ребята, которые на юге и на востоке, они тоже башкиры. Вот чтобы вы понимали, да? Мы все являемся башкирами. И мы будем в будущем единой башкирской нацией. Да? С уважением к разным родам, уважением к нашей истории и так далее. Это вот при Советском Союзе хотели сделать колхоз. Да? Вот, сделать колхоз, всех смешать, там, в общем, всю историю позабыть и так далее, и так далее. Да? Мы восстанавливаем историю, восстанавливаем все как было. Поэтому вот, все должны это осознать. И южные, и восточные башкиры, и западные башкиры. И через какое-то время у нас будет такое общее понимание, общее как бы, оно у меня в принципе сейчас есть, но я для будущего говорю. Да? То есть башкирская нация, рода, у каждого рода своя территория, вотчинные земли, герб свой диалект, да? И прочее, прочее. И мы при этом единая башкирская нация. Либеральная нация. Я, по крайней мере, за либерализм. Вот. То есть мой либерализм, он дает право тем, кто считает себя мусульманами, исповедовать ислам любых направлений. Вот, чтобы было понимание. То есть либерализм подразумевает, что я одинаково хорошо отношусь к башкирам, которые исповедуют ислам, которые не исповедуют ислам и прочее, прочее. Тем, у кого один диалект или другой диалект башкирского и так далее. Значит, вот про первую детатаризацию западных башкир я сказал. С типтярами вопрос там сложный, потому что там часть типтярей она из башкир, часть типтярей не из башкир. Там индивидуально, поэтому я сейчас не буду на эту тему говорить. С мишарями тоже неоднозначно. С мишарями, потому что те, которые входили в башкиры мишарское войско, это одно. Да? То есть я не против, если вдруг они осознают башкирскую идентичность, да, у себя. Вот. Те, которые не входили в башкиро-мишарское войско, западные мишари, которые больше, наверное, себя считают татарами как-то, да, вот, это другое, то есть там сложно сказать. Собственно, первый пункт — это детатаризация западных башкир. Второй пункт — это создание русских республик на базе областей. Я еще раз, возможно, много раз повторюсь, но еще раз говорю. Это решение русского вопроса. Да? Вот первый пункт — это решение татарского вопроса, детатаризация западных башкир. Второй пункт — создание русских областей — это решение русского вопроса.
И третье, самое сложное, это менталитет. Да, вот про менталитет я уже говорил. Давайте про второй пункт немножко более подробно. Я уже видео на эту тему снимал, все-таки еще раз повторюсь. Вот когда у русских будет субъектность, у этнических русских, и они себя будут воспринимать как люди не, как сказать-то, не люди, которых какая-то империя специально создала, чтобы они в национальных республиках, значит, навязывали русский язык национальным меньшинствам, да, вот как бы, и составляли там значительную долю населения. Ну, как бы, да. А люди, которые имеют право на нормальную жизнь, которые имеют свою этнические территории, именно русские, да, русские свои республики, и хотят они там делать православный социализм в своих русских республиках, пусть делают православный социализм. Хотят везде построить храмы, кресты, там еще что-то, пусть строят везде храмы, кресты. Хотят быть родноверами, пусть будут родноверами и верят там, и строят все, что хотят. Да? Хотят там любую идеологию, русскую, там еще что-то. То есть вот, как сказать, если они поддерживают западную цивилизацию, пусть они внедряют западные ценности. Могут сделать территорию опережающего развития, могут сделать так, чтобы там у них была свободная экономическая зона, могут что-нибудь придумать, чтобы облегчить инвестиции, типа внедрить английское право в какой-то из русских республик и так далее, и так далее. Да? Могут несколько областей мелких объединить и сделать одну большую русскую республику. Могут вообще все области, которые есть, взять и назвать это вот русская республика. Да? Могут там 3-4 области объединять и делать русский язык, как хотят. В общем, мне как бы абсолютно все это, как это сказать-то, это право русских. Пусть русские на местах решают. Самое главное, что у них должно быть больше прав голоса, они должны больше влиять на политику соответствующих регионов, в которых они живут, да, и так далее, и так далее. Вот, они должны обрести субъектность, как русская нация. Вот что я говорю, да? Потому что, как бы это объяснить-то? Вот, я не хочу говорить потомки крепостных крестьян, вот это вот все, как это сказать-то, белая эмиграция. В общем, русские должны иметь, с моей точки зрения, русские республики. И не должны быть как имперцы, как вот люди, которых используют для того, чтобы навязывать русскость не русским. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? Навязывать, вот, понимаете, задача русских не в том, чтобы навязывать русскость не русским, да, как бы вот. Задача русских быть русскими, жить, как бы нормально жить, как бы вне зависимости от российского государства. Я вот так вижу ситуацию, да? Вот ваша земля – это ваша республика. Сколько налогов у вас в русской республике останется? Кто губернатор у вас там в русской республике? Вы как угодно его называете. Вы имеете право его, кто мэр в вашем городе? Вы его выбираете или вам его назначают из Кремля? Да? Прочие вопросы. Понимаете, о чем речь? Какая-то местная специфика там может быть и так далее. То есть, как бы это объяснить-то? Кому принадлежат ресурсы, то есть нефть, там какие-то драгоценные металлы, прочие моменты, которые лежат в земле. Да? Вы как члены русской нации в своей русской республике должны быть собственниками тех ресурсов, которые вам принадлежат. Лес, который вам там растет у вас в республике русской, должен принадлежать вам, а не каким-то олигархам из Кремля, там еще кому-то и так далее. Да? Нефть там в земле и прочее. Понимаете, о чем речь? Вот об этом идет речь. Больше прав регионам, больше прав вашим республикам. Если не хотите называть их республиками, ну пусть называются областями. Не хотите их называть русскими республиками, называйте их просто республиками или как угодно. То есть вот есть понятие Уральская республика, кто-то хотел, да? Но я не против, если они назовут ее Русская Уральская республика, Русская Сибирская республика, Русская Нижегородская республика, Русская Тульская республика, я не знаю, Русская Дальневосточная республика, да? То есть вот я просто хочу вам показать, уважаемые русские, я уверен, что кто-то из вас будет это смотреть. То есть вот я, башкирский либеральный националист, я признаю право русских на русские республики. И мне важно, чтобы именно русские, как этнос, имели субъектность. Потому что, я уже говорил, в тот момент, когда вы обретете свою субъектность в виде своих республик,
вы тоже, точно так же, как мы, будете за федерализм. Вы не будете нас рассматривать как потенциальных сепаратистов. Да? Вот как бы, главное, чтобы вы сами не стали потенциальными сепаратистами. Да? Вы, как это сказать-то? Вот Российская Федерация – это союз субъектов, союз республик, национальных республик и русских республик. Ну, русских республик будет большинство, потому что 80% населения на текущий момент это этнические русские. Да? Как бы. И при этом ваша задача не в том, чтобы русифицировать нерусских. Потому что во время империи вас всех как бы сували, во время Советского Союза вас привозили специально в разные национальные республики, чтобы вы там составляли большинство. Ну, как бы, да, чтобы национальные меньшинства, как бы, у них не было сепаратизма, еще что-то и так далее. Ну, может, по каким-то другим причинам, не знаю. Но вот мне видится так. Но есть, конечно, там исключения, там войны кровавые, вот там в Кавказских республиках во многих русских почти не осталось, там еще что-то и так далее. Но в целом вот нужно это понимать. Поэтому я сторонник русских республик. Если вы не готовы к русским республикам, к созданию русских республик, это опасно, Путин не даст, там еще что-то. Ну, я же не русский националист, и вы меня не будете слушать, потому что какой-то там Шамиль меня зовут, да, вам предлагает создать русские республики, ну как-то странно будет. Башкирский националист либеральный предлагает вам русские республики сделать. Вам как-то, ну, вы же понимаете, это будет немножко странно. То есть, для чего русские республики? Чтобы вы не мешали национальным меньшинствам в этих национальных меньшинствах, в своих национальных республиках жить, развивать свою культуру, языки и так далее, и так далее. И чтобы вы в своих русских республиках тоже имели соответствующие права, развивать русский язык, русскую культуру, чтобы вы могли, допустим, если вам не нравятся представители каких-то народов, которые не совсем комплементарны, скажем, русскому народу, да, вы могли бы вводить ограничения по миграции в своих русских республиках, например, да, еще что-то и так далее. Понимаете? То есть это все может... Вот есть же Соединенные Штаты Америки. В каждом штате свои законы. В каждом штате свои законы. Россия – это очень многообразная страна. Здесь много национальностей живет, да? И много вероисповеданий. И чтобы было меньше конфликтов, да, вот на этой почве в том числе, нужно, чтобы законы везде были разные. Сейчас де-факто так и происходит. В Чечне там почти шариат там установлен, в каких-то республиках там что-то другое, там, да, и так далее. То, что в одних республиках считается хорошо, в других республиках и областях считается плохо. Вы же это все прекрасно знаете. И странно, что нельзя сделать разные законы на юридическом уровне, если как бы само собой подразумевается, что люди разные. А в разнообразии есть сила. Разнообразие регионов – это и есть сила. И когда вот Путин попытался, значит, всех русифицировать, сделать россиянскую нацию, всех под одну гребенку, ну это немножко глупо. То есть 7-я часть суши, планеты Земля, сотни разных этносов, народов, наций, да, абсолютно разного уровня развития, скажем так, да, разного уровня образования, разной исторической судьбы, разные религии, и он всех хотят сделать, значит, под одну гребеночку. Это просто немножко глупо. Вот даже Соединенные Штаты Америки, где гораздо меньше разнообразия этнического, там, да, там в каждом штате свои законы. Понимаете? Вот. Поэтому, вот я говорю, правильно было бы сделать русские республики, и в каждой республике вы сами себе можете, вот граждане одной русской республики захотят одни законы, в другой республике захотят другие законы. Пожалуйста. Допустим, казаки, да? Казаки, достаточно много. Я смотрел по переписям, в один год там очень много казаков оказалось, потом их, наверное, специально записали под русских, и как бы, но на самом деле людей с идентичностью казаков тоже много. Почему бы где-нибудь не сделать казацкую республику? Это может быть и русская республика называться, но для казаков. Еще как-то там не возобновить казацкие традиции, и как-то там, например, главу региона назвать атаманом, там как-то, да, там еще что-то. Я же не против, то есть я только за. То есть, вот как это объяснить-то? Чтобы
у всех была своя субъектность, земли на самом деле полно, 140 с чем-то миллионов, 1/7 часть суши. Чтобы вы понимали, на планете Земля проживает 7,5 миллиардов, а тут 140 с чем-то миллионов, меньше 2% населения планеты Земля и примерно 14% территории суши планеты Земля занимает такое государство, как Российская Федерация. То есть земли пустой, значит, необжитой полно. В 7 раз больше количество метров на душу населения в этом государстве, чем в среднем по планете Земля. Чтобы вы понимали. На планете Земля есть места, где людям воды нету пить, там, скучность, там, да, вот в маленьком Бангладеш или Пакистане там 200 миллионов живет, там еще где-то, понимаете, да, то есть там совсем маленькое крошечное государство, там 200 миллионов, еще что-то, то есть, вот поймите правильно, нужно, чтобы всем было комфортно, чтобы всем этносам, нациям было комфортно, чтобы как бы в национальных республиках, национальностям соответствующим тоже было комфортно. Для этого они должны иметь возможность общаться на родном языке, ходить в школы, вузы на родном языке, фильмы, мультфильмы на родном языке и прочее, да, ЕГЭ на родном языке и так далее. Речь не идет о сепаратизме, да, речь идет о том, чтобы все, ну, я ставлю к западной цивилизации, чтобы было как в западной цивилизации. Мультикультурализм, против этноцида, лингвоцида, за права indigenous communities, права национальных меньшинств, да, и так далее. Потому что это же интересно, это вот многообразие, очень много разных народов, очень много, у каждого своя территория, везде своя культура, там, архитектура везде своя, свои законы в разных вот этих республиках, да, там, национальных республиках, в русских республиках тоже и так далее. Это же интереснее, да, это чем серая масса, одно и то же везде там. Просто неинтересно. Как бы, везде, если будет все одно и то же, это вообще будет неинтересно. Это как поле, один вид цветов, и ничего кроме этого вида цветка нету. Это неинтересно. Да? То есть это отсутствие многообразия, интереса, это плохо. И когда есть одно и то же, то есть один и тот же цветок в поле, это к застою приводит. То есть это застой. Да? То есть нету динамики никакой. А после застоя тоже деградация. Все. Как бы это законы развития Гегеля, там, называйте как хотите. Поэтому я сторонник русских республик. Я прекрасно знаю, что большинство этнических русских, они себя ассоциируют, свою родину ассоциируют именно с Россией в целом, а не отдельно со своими регионами. И поэтому вас я вряд ли смогу убедить. Но если кто-то смог к моим доводам прислушаться, то я буду очень рад, чтобы вот вы создали свои республики. Не обязательно называть их русские республики. Хотите, просто республики назовите. Хотите, не называйте их республиками. Пусть будет область, остается областью. Но чтобы было больше федерализма, чтобы у вас было больше прав, чтобы вы могли больше налогов себе оставлять, там, да? Больше прав по законодательной инициативе, чтобы вы могли выбирать себе мэров, там, чтобы им сверху вам не присылали, там, и так далее, и так далее. Да? Вот, хотя бы так. И третий пункт — это менталитет. Да? Менталитет — это, собственно, для становления башкирской нации, это менталитет, изменение людей с башкирского этноса. То есть представитель башкирского этноса от потенциального члена башкирской нации отличается менталитетом. Конкретный пример. Представитель член башкирской нации помогает другим членам башкирской нации и даже представителям башкирского этноса в работе, в карьере, помочь там, в каких-то местах, в целом поддерживает. А представитель башкирского этноса, он плевать хотел на других башкир, он наоборот им мешает и так далее, и так далее. Вот один пример. Да? Другой пример. Когда представитель башкирского этноса женится или выходит замуж, его дети выбирают национальность другого родителя, не башкирскую национальность. Ну, это же представитель башкирского этноса, он не способен передать свою идентичность своим детям. У члена башкирской нации, вне зависимости от того, это мужчина или женщина, дети имеют башкирскую идентичность.
член башкирской нации мужского пола, либо член башкирской нации женского пола. Соответственно, ребенок, он имеет у них башкирскую идентичность. Эти дети, эти родители, члены соответствующей башкирской нации, это обеспечивают. Они внедряют с самого детства это в сознание, язык, не только язык, идентичность и так далее, и так далее. Да, вот два примера, чем отличается представитель башкирского этноса от члена башкирской нации. Чтобы у вас было понимание. И я уже целый час говорю, это мое видение того, как должна появиться башкирская нация, какие шаги должны быть сделаны для этого. Я еще раз повторяю, что это длительный, сложный процесс, и самое сложное – это менталитет представителей башкирского этноса, людей, с кем я имел слово «честь», антоним слова «честь», я не знаю, какое слово, людей, с кем мне, к сожалению, пришлось общаться. К сожалению, мне пришлось с представителями башкирского этноса общаться, но вот, собственно, из них, видимо, когда-то и из их детей, там, я не знаю, видимо, и появятся члены башкирской нации в будущем. Вот. Немножко высокопарно, немножко высокомерно, я согласен. Да, есть такая проблемка. Может, мне не стоило так слишком высокомерно высказываться. Возможно, вы правы. Я тогда, если кого-то оскорбил, я прошу прощения у вас. Я прошу прощения, если я кого-то оскорбил, потому что, ну, скажем так, у некоторых людей считается, что вот возрастной человек, там какой-то там в костюме, в галстуке, значит, умный, там еще что-то, вот. А тут какой-то, значит, не слишком возрастной, да, сидит тут расслабившись и что-то вам рассказывает. И вот у этих людей, которые, значит, привыкли себя считать пупами земли, значит, вдруг их какой-то человек рассказывает, что они не члены нации, а представители этноса. У них как бы немножко, они могут, конечно, оскорбиться. Вы на свой счет, пожалуйста, это не воспринимайте. Пожалуйста, не воспринимайте, да, каждый на свой счет. Тот факт, что вы смотрите это видео, уже говорит о том, что вероятность того, что вы представитель этноса, она невелика. Потому что представители этноса вообще башкиры не интересуют. Представители этноса, они предпочитают пить водку, они предпочитают вообще не задумываться о национальном вопросе, они предпочитают какие-то другие вещи. Это представители башкирского этноса. И не только башкирского этноса. Да? А если вы уже смотрите это видео, то вы либо значит, из Центра противодействия экстремизму, смотрите, что там Шамиль еще наговорит, на какую-нибудь статью не наговорит или нет, да? Либо же вы просто кому это прикольная тема национализма там и так далее, да? Плюс вы потенциальные члены башкирской нации, возможно, если вас эта тема интересует, то, что я вам сейчас рассказываю. Ну, еще вы татаристы, возможно, потому что вы рассматриваете Шамиля как человек, который может детатаризировать какое-то количество башкир, которые до этого имели татарскую идентичность, а вдруг из-за видео Шамиля, значит, вдруг осознает свою башкирскую идентичность. Вот. Вы с этой точки зрения тоже, возможно, смотрите это видео. Ну, еще какие-то другие, значит, группы населения могут это видео смотреть. Что я хочу сказать? В принципе, наверное, все. Вот я вкратце рассказал вам 3 момента. Да, я напоминаю. Первое – детатаризация западных башкир. Второе – создание русских республик. И третье – изменение менталитета у представителей башкирского этноса, чтобы у них стал менталитет, как у членов башкирской нации. И тогда у нас будет башкирская нация, о которой я уже говорил. Это не скоро будет, но будет. Я в этом абсолютно уверен. Вот такой момент. На этом все. Я много раз повторялся. И, наверное, нужно уже заканчивать. Всего хорошего. До свидания и удачи вам.